Еврорадио.FM. Вітаю, гэта прамы эфір Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Міхась Ільін. Адразу бы хацеў бы нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець у такіх сацыяльных сетках, як ВКонтакце, Фейсбук, Аднакласнікі і на сервісе ў YouTube. Калі вы нас глядзіце ў YouTube, то проста зараз цісніце лайк, падпісвайцеся на наш канал, каб не прапускаць новыя навінкі. 14-гадовая беларуска Руслана стала удзельніцай шоу «Голас дзеці» на іспанскім тэлебачанні. Дзяўчына выканала кампазіцыю Джеймса Брауна, ды зрабіла гэта так, што ўжо на першых секундах развярнула да сябе двух сябраў журы. Руслана прыйшла далей і цяпер будзе змагацца з іншымі выканаўцамі пад настаўніцтвам Росары Фларе, іспанскай спявачкі і двухразовай удзельніцы Latin Grammy Awards. Чаму Руслана трапіла на іспанскае... Чаму як Руслана трапіла на іспанскае тэлебачанне, мы сёння паговорым з ёй у эфіры Еўрарадыё. Прывітанне, Руслана. Здравствуйте, доброе утро всем. Але перш, чым мы з тобой паразмаўляем, хотелось бы пачуць ад тебе якую-небудзь кампазіцыю. Што гэта будзе за кампазіцыя? Это будет композиция Men's World Джеймса Брауна. Это композиция, которую я исполняла на испанском голосе. Так что... Окей, добре. It's a Man's World Джеймса Брауна. Калі ласка. It's a man's world. It's a man's world. But it will be nothing without a woman or a girl. You see, they'll make the cars to take us out of the road. They'll make the train to the carry I feel low. They'll make electric lights to take us out of the tank. They'll make the boat for the water, like Noah make the ark. It's a man's world, but it will be nothing without a woman, without a girl, without a woman or a girl. It will be nothing. This is a man's world, yeah. Руслана з кампазіцыяй «It is a Man's World» Джеймса Брауна. Спасибо. Ні ў мяне, ні ў нашага гукарэжысёра крэсла не круціцца, але тым не менш мы вельмі ўражаныя, як думаю, як і нашыя слухачы і гледачы. Хацелось бы спачатку все, як ты ўвогуле трапіла на іспанскі голас? Все получилось очень так спонтанно, я бы сказала, потому что многие спрашивают, почему именно испанский голос. На самом деле ответ очень простой, потому что это было ближе всего. Я на тот момент жила в Испании, и сейчас продолжаю там жить. Летаю сюда для каких-то мероприятий. Я там жила, переехала туда для того, чтобы учиться вокалу, музыке, получать больше опыта от иностранных преподавателей. И подумали, почему бы и нет. Подали заявку, первый был онлайн-кастинг, потом пригласили на соседний остров, я живу на острове Тенерифе, пригласили на Гран-Канарию для первого кастинга, потом уже в Мадрид, в столицу, и, собственно говоря, все как-то так постепенно и вылилось вот в это. Добре, а справы... Ти там живеш з батьками, як розумію? Так. І навчаєшся там же? Да. Тому що я глядів відео, в яким ти, з гэтага шоу, ти там розмовляєш по-іспанску, тобто ти вже добре ведеш мову. Да, потому что я, как только переехала туда, пошла в обычную муниципальную школу испанскую, так что самое главное — это практика, поэтому так быстро выучила язык. Добре. Тоді розповіді, що тобі казали журы, бо я глядів гэта відео, вядома, я нічого не зрозумів, бо не веду іспанську. Еще один вопрос, который многие задают.
Жюри сказали, ну, я про себя могу сказать, что я была в шоке нереальном, когда я увидела просто вот эти белые полосы, что все, ко мне повернулись с первых нот, это вау. Не ожидала такого. Жюри что говорили, что у меня... на тот момент мне было 13 лет, что у меня уже в 13 лет настолько сформированный голос, что они думали, что, ну, не знаю, лет 15, больше. И потом говорили жюри, что у меня голос как у настоящей черной певицы, что он такой джазовый, блюзовый. Очень хотели, чтобы я пошла в их команду. Сказали, пожалуйста, пожалуйста, это было нереальное шоу, мне так понравилось. То есть каждый Вот. из Да. кожный сябраў журы змагаўся за тебе. Да. Два члена жюри, которые не повернулись, они говорили, что решать тебе, но это было реально круто. Это было круто, это было мощно. А калі праходзілі здымкі ўвогуле? Съемки проходили в декабре прошлого года. Да, то есть прошел год, и я просто целый год сидела и ждала, давайте, но стоило столько ожидать, потому что реально прогремела эта новость и в Испании, и здесь, чего я не ожидала. Так что все круто. Праходзілі здымкі менавіта таго ўдзелу, але ж ты, наколькі разумею, прайшла далей у гэтай конкурсе, Да. будзеш удзельнічаць. І гэтыя здымкі яшчэ не праходзілі, толькі будуць. Калі гэта будзе? Не знаю пока что, когда будет, ничего не могу сказать, поэтому вот это секрет, интрига. Я просто шчыра спадзяваўся, што ўжо там сезон зняты, і ты ўжо ведаеш вынікі. Нет, еще ничего не закончила. Окей, добра. То бок ты яшчэ не працавала з настаўнікам, які ў цябе будзе? Нет. Еще ничего не было. Добра. Все ж таки ты бываешь у Беларусі? Да, все-таки бываю. Редко, Раз ты но сёння у да. нас в студии. Чем занимаешься в Беларуси? В Беларуси, как я раньше сказала, я сюда приезжаю для каких-то мероприятий, подготовок. Как вы можете знать, я еще участница группы Monkey Taps. Все лето это я была здесь, в Беларуси. Мы хоть и спонтанно начали подали заявку на национальный отбор на детское Евровидение, но все это лето мы ездили по лагерям, давали концерты в Витебске. Это был, конечно, нереальный опыт, но вот, в общем, на какие-то мероприятия такие сюда приезжаю. Наколькі я разумею, Monkey Taps — гэта гурт, які, акрамя цябе, яшчэ ўваходзіць 3 дзяўчыны? Да, да. Вось як яны паставіліся да твайго ўдзелу ў голасе? Ці не было нейкай рэўнасці? Нет, ревности никакой не было, потому что у нас с ними прекрасные отношения. Все спрашивают, вы по-настоящему дружите? Всех это так интересует? Да, потому что на самом деле грустно, что люди думают, что это редкость, что в какой-то девичьей группе все между собой так дружили. Девочки меня поддерживали, когда выходили анонсы «Голоса», потому что понятно, что они знали, что я попала на «Голос». Я им сразу, когда я узнала, что я прошла на слепые прослушивания, девочки, у нас все круто. И они, конечно, меня поддерживали. И сейчас продолжают поддерживать. И они прекрасно знают, что даже если у меня там в сольной карьере все на данный момент хорошо, они прекрасно знают, что группу я не оставлю. И буду также продолжать с ними выступать. Вот даже вчера у нас было выступление, мы зажгли, там все просто лежали. Поэтому вот. Все ж таки сольно ты будешь выступать? Ты уже выступаешь? Да, сольно. Еще задавали мне много вопросов. Что тебе ближе, сольная карьера или все-таки группа? Мне ближе сольная карьера, потому что этим я занимаюсь с 4 лет. То есть всю свою жизнь. Ближе мне сольная карьера, но с девочками это тоже безумный опыт. Это нереально круто. Поэтому вот так. Окей. А ввогуле ты там следишь за беларускай сценай? Ведаешь нейкіх выканаўцаў? Да. Я слежу за какими-то телешоу. Конечно, это не так все углубленно, когда я здесь, потому что когда я здесь, понятно, это телевидение, тебе все вживую рассказывают, но Инстаграм, Ютуб, все я слежу, все знаю. Ну, і якія выканаўцы падабаюцца? Так не могу сказать. Очень много хороших артистов. Допустим, вот взять отбор на взрослое Евровидение в этом году.
Зена прекрасный исполнитель, она очень хорошо выступила, но также было очень много крутых номеров, молодых артистов, поэтому мне всегда очень нравилась вся тема с Евровидением. Для меня это... Ну, тут в сердечке осталось, хоть я не прошла, не получилось у меня в детском Евровидении поучаствовать, но взрослая еще все впереди. Поэтому эта тема всего шоу для меня очень близка, поэтому все артисты молодые, которые подают заявки, которые выходят в десятки, мне очень нравятся. Угу. Тобак у дорослым Евробаченні ты все ж таки будешь удельничать, будешь спробовать? Ну, я ж так не могу сейчас сказать, но в планах есть. Я хочу попробовать. Будешь удельничать менавіта от Беларуси? Не знаю. В планах вообще от Испании, потому что детское Евровидение, я, в принципе, в этом году хотела от Испании попробовать себя, но так получилось, что мы узнали, что Испания не участвует. В этом году она будет участвовать, но они это анонсировали очень поздно, и там уже не было времени делать никакой отбор, поэтому выбрали девочку-победительницу «Голоса». Вот. Но на взрослое Евровидение мне бы хотелось себя попробовать, хотя в Испании это немножко другая идет система. Если здесь ты можешь быть никем, но просто подаешь заявку, круто выступаешь, и все, ты на Евровидении, там ты должен пройти через несколько проектов, чтобы тебя заметили, чтобы знали, кто ты такой, откуда ты. Поэтому там немножко посложнее система, но будем работать. Угу. Ввогуле, чым плануешься займацца менавіта у плане вучобы? Ці плануеш далей паступаць в вышэйшую адукацыю, што гэта будзе? Сейчас я заканчиваю школу, но в Испании немножко другая система. Сейчас по возрасту здесь я в 8 классе. Но если считать, то я в Испании в 9. Это бесполезно переводить на какую-либо систему. Ну, в общем, мне такой как средней-старшей школы осталось 2 класса, вот этот год и еще 1. И потом я планирую, наверное, уехать учиться в Мадрид, в Барселону, куда-нибудь на материк, потому что там говорят, что очень хорошие музыкальные всякие училища, колледжи. Поэтому, это закончить вот эти вот классы, это как у нас уйти после 9 класса. Угу. Поэтому планирую, да, дальше куда-то уехать учиться подальше. Окей, но это все равно будет звязано с музыкой, безумовно. Да, это... Угу. Зараз многие выканаўцы маладыя спрабуюць себе самі развіваць, то бок нейкія не праз лейблы, а наадварот там праз нейкія такія праекты ў Ютубе свае. Як ты бачыш гэта сваё будучыню? Это лейбл ці нейкі незалежны праект? Я восхищаюсь, честно, я восхищаюсь. Смотрю в Инстаграме, в интернете, везде я восхищаюсь людьми, которые реально над этим работают, вкалывают, и просто как они поднимаются наверх за счет социальных сетей. Но мне больше кажется, что мой путь лежит немножко больше через телевидение, через такие вещи. Понятно, Инстаграм, все очень круто, я развиваю свой Инстаграм, постоянно туда выкидываю новые фотографии, видео, интересную информацию, постоянно там идет какой-то движ, но мне больше кажется, что лично мой путь лежит через телевидение, мне это больше нравится. Мне больше нравится такой масштаб, нежели сидеть в комнате и снимать видео, поэтому мне ближе телевидение. Калі всю астатнюю працу робят за тебя. Нет, даже не в этом проблема. Ну, вот как-то, не знаю, ближе с самого детства, потому что этим я занимаюсь уже давно. Добра, хочется тебе пожелать только творчых поспехаў. Думаю, што у тебя все атрымаецца. Будзем сачыць і за тым, калі у тебя як выйдзе сезон з твоим удзелам. Дзякуй, што прыйшла Спасибо большое. Спасибо вам. У студыі у нас была Руслана Паншина, удзельніца іспанскага голасу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Дзякуй.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.